Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с 50-летием. Цитата. «От всей души поздравляю уважаемого Владимира Владимирова, губернатора Ставропольского края, с днем рождения. Это руководитель, который с полной отдачей трудится во благо родной Ставропольской земли. Высокий профессионализм, трудолюбие и открытость снискали ему искреннее уважение не только у земляков, но и у всех, кто с ним сотрудничает. Ценю в своем коллеге надежность, мудрость и готовность к конструктивному диалогу. Желаю Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и дальнейших успехов в служении людям. Пусть рядом с ним всегда будут надежные соратники, родные и близкие». На улице Балаева в Сунже стартовали работы по замене ветхого трубопровода на современный пластиковый. Общая протяженность трубы составляет 650 метров. Работы проводятся в рамках программы по обновлению устаревших сетей и направлены на улучшение качества водоснабжения. В администрации города напомнили, что мероприятия по замене старых водопроводных сетей начались еще в 2021 году. За этот период удалось обновить свыше половины старых трубопроводов, сократив количество аварийных ситуаций. Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять в первом чтении поправки об увеличении минимального размера оплаты труда в 2026 году на 20,7%. Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 22 октября. Поправками в закон предполагается увеличение МРОТ до 27 093 рублей в месяц. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 71 миллиарда 900 миллионов рублей на следующий год. Это решение будет способствовать повышению заработной платы около 4 миллионов 600 тысяч работников. Российский Красный Крест объявил о старте приема заявок на 4-й всероссийский конкурс «Лидер корпоративного донорства-2025». Конкурс призван развивать безвозмездное донорство крови и костного мозга в организациях по всей России. Он должен привлечь внимание бизнеса, государственных структур, учебных заведений и НКО к донорству и выявить лучшие корпоративные практики. В этом году организаторы впервые учредили 3 главные награды. Гран-при для лидеров в коммерческом, некоммерческом и государственном секторах. Компании могут побороться за звание «Лучшая мотивационная программа», «Лучший корпоративный день донора», «Самый социально ответственный работодатель» и в других номинациях. Подать заявку можно через онлайн-форму до 20 октября. Церемония награждения победителей пройдет 5 ноября. На портале Госуслуги появилась возможность защитить аккаунт с помощью доверенного контакта. Ему будет приходить дополнительный код подтверждения при смене пароля, сообщили в Минцифры России. Доверенным контактом может стать гражданин России старше 18 лет, у которого есть подтвержденная запись на госуслугах, а также информация о паспорте и актуальном номере телефона в личном кабинете. Чтобы подключить этот способ защиты, пользователю нужно перейти в раздел «Безопасность» в личном кабинете и выбрать опцию «Доверенный контакт». После этого нужно нажать на кнопку «Добавить» и указать данные доверенного контакта, его имя и номер телефона, привязанные к госуслугам. Далее необходимо направить приглашение. После того, как контакт его примет, информация о нем появится в личном кабинете.